Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня у нас 18 декабря 2020 года. И сегодня мы обсудим ситуацию в России, в мире и, конечно же, в нашей Чеченской Республике Ичкерия. Всех приветствую, всем рад. Так, давайте я поздороваюсь с вами. Так, все будет Ичкерия, говорит секрет Трумтер. Даст Бог. Салам алейкум из Чехии. Говорит секрет Трумтер. Ва алейкум салам. Так. Что так мало? Нериус Грималис. Приветствую, Нериус. Иджи Франц. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Му душу. Да, Франции. Я татарин. Так. Как в Париже. Так. Ну, отлично. Общаетесь. Это хорошо. Всех рад, всех приветствую. Так, чеченский след на месте. Ва алейкум ассалам. Как найти? Ва алейкум ассалам. Кенти, всем привет, говорит, как найти. Приветствую наших друзей, говорит. Так, я тоже вас приветствую. Всех. Меня, видимо, как меня слышно, как меня видно, скажите, пожалуйста. Так, сегодняшний наш стрим я бы хотел начать с новости по поводу убийства 11 декабря, точнее, убийство произошло 11 октября 2020 года, но нам сообщили, что произошло еще одно убийство одного и того же лица, Казбека Байдулаева. 15 декабря Новая газета сообщила, что глава, так называемый глава, гауляйтер, коллаборационист Рамзан Кадыров сообщил, что силовые структуры провели во вторник спецоперацию в Очкой-Мартанском районе. В данном случае речь идет о населенном пункте Катыр-Юрт, в котором был убит Казбек Байдулаев. Ранее правозащитный центр «Мемориал» и портал «Кавказский узел» сообщил, что 32-летний мужчина по имени Казбек Байдулаев был убит в Серноводском районе Чечни у границы с Ингушетией 11 декабря 2020 года. Вместе с ним был убит Рустам Барчашвили, о смерти которого чеченские силовики сообщали в 2013 году. Правозащитники утверждают, что Байдулаев и его брат Анзор, то есть Казбек и его брат Анзор, в 2008 году были приговорены к 6 месяцам лишения свободы за участие в незаконно вооруженном формировании. Признательные показания они тогда дали под пытками, рассказывают родственники. В 2009 году Байдулаева вооруженные люди увезли в Грозный, где предположительно избивали и пытали в РОВД. Писал «Кавказский узел» в 2011 году. Его еще раз осудили за причастность к боевым группировкам. По версии правозащитников, Байдулаев примкнул к незаконным вооруженным формированиям и радикализировался уже после пыток и уголовных дел в 2012 году. По информации силовиков, он участвовал в боевых действиях в Сирии с 2016 года и вернулся в Россию в 2020 году. По другой версии, Байдулаев в это время находился в Турции. А теперь я расскажу, как было на самом деле. Казбек Байдулаев был похищен ранее, подвергался пыткам. Как мы знаем, как только что я вот прочитал, правозащитники сообщили, что Казбек Байдулаев ранее был осужден на 6 месяцев лишения свободы за участие в незаконных вооруженных формированиях, ну или за пособничество. Если бы Казбек был хоть в чем-то замешан, если бы на нем была бы там какая-то кровь, убийство какого-нибудь сотрудника, если бы у него было бы оружие, да, хоть какое-либо, даже патроны, конечно же, 6 месяцем дело это не ограничилось бы. И только из-за того, что вообще человек был чист и нечего было предъявить, Казбеку Байдулаеву тогда дали 6 месяцев. После этого он освободился, и я читал ранее о том, что Казбек был снова задержан и осужден уже на 2 года.
После этого он опять освободился и, видимо, скрывался в Турции. Пытался, видимо, мы не знаем ничего, потому что иногда правозащитники, в большей части в России правозащитники, даже именитые правозащитники, говорят или половина правды, или аффилированы вообще с оккупантами и террористами, которые творят беспредел на нашей многострадальной земле. Казбек Байдулаев был убит в этот раз, а не тогда, когда говорят, ну, вероятно, был убит в этот раз, потому что в этом населенном пункте, в Катар-Юрт, где произошло убийство, Казбека привезли на машине, с ним был еще один молодой человек. Этих двух молодым людям одели на пояс муляж взрывчатого вещества, но он как бы настоящий, это взрывчатое вещество, которое было на поясе. Никакого оружия, чтобы вы понимали, да, ни один воин, ни один человек, который сопротивляется, вооруженно сопротивляется оккупационной власти и ее марионеткам в нашей стране, не будет ходить невооруженным. У Казбека Байдулаева и его товарища не было оружия при себе. Не было никакого оружия, был только пояс, который им привязали. Их высадили в центре село Катар-Юрт. Это мое родовое село. И в этом мои родители оттуда родом, хотя я родился и вырос в Грозном, это мое считается моим родовым селом, хотя у нас еще дальше родовое. В центре этого населенного пункта, Катар-Юрт, этих двух молодых людей высадили, и должно было произойти задержание с инсценировкой. Руководил этим всем Абузейд Висмурадов, тот самый убийца, тот самый преступник, который является таким же чабаном, как и Кадыров Рамзан. Необразованным, неотесанным, которым пользуются русские спецслужбы как хотят. Многократно, в любой форме, в любом виде их используют. Их это удовлетворяет, так как им позволено вершить судьбы чеченцев, ну и сохранить свои жизни. Ну и, конечно же, немаловажно для необразованных чабанов, хотя против чабанов я ничего не имею, абсолютно ничего не имею, просто вот эти люди восхищаются, довольствуются теми деньгами, которые им дают оккупанты. Когда их отпустили, и после этого должно было произойти якобы задержание или же ликвидация. По всей видимости, должна была произойти просто ликвидация. Их высадили, и из-за угла, где их уже ждали, с разных точек, им предложили остановиться, крикнули им, как бы для того, чтобы, если свидетель, это происходило, чтобы вы понимали, в рабочий день, в светлое время суток, в оживленном, в людном месте, где ходили дети, недалеко школа и так далее. Слава богу, никто не пострадал. Забегая вперед, по крайней мере, никакой информации я не получил по поводу кого-либо пострадавшего, кроме погибшего Казбека Байдулаева. Им сказали стоять. Они оба побежали. Казбек был сразу же ранен, и после этого уже лежащего его просто добили. Второй молодой человек, видимо, скрылся. После того, как они совершили это убийство, казнь Казбека Байдулаева, они искали этого второго молодого человека. После долгих прочесываний, ничего не найдя, видимо, никого не найдя, они, видимо, покинули это место. Но операцией руководил еще раз по приказу Кадырова Абузейд Висмурадов по кличке Патриот России. И я вам вот сообщаю видео, вернее, телеграм Кадырова Рамзана, где он здесь рассказывает
как все произошло. Так, сегодня в ходе успешно проведенной контртеррористической спецоперации в Очхомартановском районе уничтожен участник незаконных вооруженных формирований Казбек Байдулаев. Со стороны сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет. Они, всегда, как всегда, сработали максимально профессионально и слаженно. Никаких пособников или других участников банд подполья с ним не было. Я располагал полной информацией о ходе операции от ее начала и до конца. С первых минут в указанном районе непосредственно на месте событий находился вице-премьер правительства Абузаид Висмурадов, министр внутренних дел Руслан Алханов, командир полка ППСМ специального назначения МВД по Чеченской Республике Замит Чалаев. Мы досконально владеем ситуацией в регионе, знаем, сколько лиц находится в розыске, имеем исчерпывающую базу данных об их пособниках, если таковые появляются. Обстановка в Чеченской Республике стабильная и спокойна, никакие ограничительные меры не вводились. Передвижение свободно, если кто-то надумает нарушать закон и выбрать путь террора, то ему впредь немедленно будет выписан билет в один конец, либо за решетку, либо на тот свет, сообщил главный предатель Кадыров Рамзан, главный предатель чеченского народа. Вот какая ситуация происходит на сегодняшний день в Чеченской Республике, во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Это стоит заметить после того, как в 2019 году, 2018 году ОБСЕ ввела так называемый мониторинг за правами человека, так называемый московский механизм. В этом московском механизме и за мониторингом участвуют комиссии из 16 стран, в том числе это Соединенные Штаты и Германия. Несмотря на это, происходят бессудные казни. Ранее Казбек Байдулаев сообщалось, что уже был убит, как я уже говорил. Да, это произошло 2 месяца назад. Кого они убили тогда, да, неизвестно. Потому что на этот раз была фотография и лицо убитое, казненное русскими террористами в лице Абузаида Висмурадова, похоже на Казбека Байдулаева, которого нам показывают на других фотографиях. Но вот происходит более сложная процедура происходит. Они долгое время держали паузу, да, мы какое-то время не слышали вот этих бессудных казней, но вот теперь человек, который по факту был доведен ими самими, и, видимо, он не соглашался на них работать, только так я объясняю эту ситуацию, потому что раз он попал под их влияние, под их внимание, то, видимо, кто-то до него донес, возможно, выдуманный донос был, да, возможно, реальный донос был, что он где-то сочувствует или переживает. Или же у него родственники, кто-то служили, воевали против агрессора и интервентов. Ну вот, попал он в эти списки, и другого шанса у него нет. Либо сотрудничать с ними, либо же покинуть эту страну. Он, как выясняется, видимо, покинул эту страну и пребывал какое-то время за границей. Как говорят правозащитники, вероятно, он был в Турции. Это самый удобный способ сбежать из оккупированной Чеченской Республики, так как не требуется виза, взял паспорт и быстро уехал в Турцию. Это как бы в какой-то степени или в Грузию, или же в Турцию. Или сейчас можно уже в Украину. Раньше Украина выдавала. И вообще всячески препятствовала, не давала въехать людям, которые ищут спасения от этого преступного режима. Довели человека, видимо, человек все-таки вернулся, как бы, что ни говори, жить на чужбине, не имея никаких возможностей, языка не знаешь, особенно если ты живешь там в не русскоязычной стране, или кто хотя бы вообще не знает русского языка. Казбек вернулся, и как мы знаем, вот он сейчас убит. Скорее всего, он убит, вот, как они говорят, вот сейчас в декабре, 15 декабря или 11 декабря. Хотя ранее сообщалось, что 12 или 11 октября он уже был убит. Я прошу обратить внимание
ОБСЕ, московский механизм. Если же чеченец попадает под жернова вот этой репрессивной машины по разным причинам, это может быть там просто казнь, может быть отместка за какого-нибудь родственника, который воевал, может ваше несогласие сотрудничать с российскими оккупантами и их приспешниками, вас казнят. И вас казнят абсолютно безнаказанно. И вот я хотел бы напомнить ОБСЕ и другим людям в этом мире, которые всячески сразу же клеймят Россию за отравление Навального, за войну в Украине, за фейки, которые они днем и ночью плодят, что по отношению к чеченцам вот эта презумпция невиновности почему-то не распространяется или распространяется не в полной мере. И запатентованные лжецы, запатентованные убийцы, преступники могут просто сказать, это была наша спецоперация, это какой-то радикал там и так далее. Любой чеченец может подпасть под это определение. Если ты чеченец, ты хорошо, если у тебя есть борода, а если ее нет, то тебя можно подержать 2 месяца в подвале, и после этого у вас отрастет борода, и уже можно пускать на результат. И так на результат, так называемый результат, русскими оккупантами и их приспешниками пущено тысячи молодых людей. И по большей части на это закрываются глаза. Не создаются никакие комиссии, никаких проверок не ведется. Как мы видим, московский механизм за эти 2-3 года, опять же, ничего пока конструктивного, прекращающего вот стопроцентно вот эти преступления, раз, 16 государств, что еще более? И что еще более, если 16 государств свое внимание направили вот на один маленький небольшой клочок земли на земле. И все равно там продолжается. Да, сейчас проводятся какие-то там видимости, что вот какие-то там армия, войска зашли, там это сделали, то сделали. Но это была обычная казнь. Непосредственно человек, который принимал участие в этой операции, сообщил на условиях анонимности мне эту информацию. Непосредственно они прекрасно осведомлены, кто вот непосредственно принимал участие в этой операции. Поэтому я прошу ОБСЕ, московские механизмы, я прошу другие организации, все правозащитные организации, которые существуют, обратить внимание. Это не касается правозащитников России, потому что они не обращают внимания, а только делают вид, что они обращают внимание. Те же российские правозащитники, такие именитые, да, не буду их сейчас называть по фамилиям, но настанет время, конечно, я им всем буду об этом напоминать и говорить, как они были пособниками геноцида чеченского народа и молчаливые соучастники, чаще всего, а иногда пособники, заявляют, что да, Байдулаев, да, был, принадлежал к бандформированиям и так далее. Некоторые правозащитники уже говорят, ну да, он был в Сирии. Ну кто говорит, что он в Сирии был? Где решение суда, независимого, не российского суда, что он был в Сирии? Где документы, подтверждающие, что он был в Сирии? Где фото, видео доказательства, свидетельские показания? Почему презумпция невиновности распространяется на Путина, на Кадырова, но не распространяется на Казбекова и Дулаева? Только лишь потому, что он не на стороне русских? Тогда, извините, тогда на нас ни на кого не распространяется. Мы все не на стороне России и оккупантов. Поэтому давайте эти двойные стандарты оставлять, разбираться с каждым вариантом. Нету чеченцев, радикалов, которые хотят уничтожить всех там неверных на земле и построить халифат. Нет таких людей. У нас обманутые люди, которые доведены до отчаяния. Все люди находятся в заложниках. И любой человек, который выскакивает и совершает какой-нибудь акт героизма, для того, чтобы хоть как-то высказать свое негодование и несогласие с тем, что творится в нашей стране, этот человек автоматически записывается в террористы, и его убийство уже доведено на международной даже арене, о чем и речь, доведено до абсолюта.
да, и считается, ну, практически разрешенным деянием. Убить собачку в Германии считается большим преступлением, а убить чеченца это не считается преступлением, потому что сразу же вслед за этим следует, что это был не чеченец, а это был исламский чеченец, исламский террорист, это был исламский радикал. Я тоже исламский радикал в таком случае. Я являюсь исламским радикалом. Потому что меня завтра обвинят в терроризме. Хотя я никогда не был ни исламским радикалом, никогда не был террористом и тем более никогда это не поддерживал. Даже лидеров своего сопротивления, своего государства, которые совершали террористический акт, через... Против своего естества я не мог признать этих людей уже после того, как они совершали преступление такого характера направленно. Или же, ну если это, конечно, доказано. После этого я даже не мог просто никак признавать это дело. Ну, сколько это может продолжаться? Сколько можно убивать людей? Сколько можно убивать безнаказанно людей? Ведь должно быть как-то это осуждено. Навального отравили, а в этом говорит весь мир. Туда приезжает, в больницу приезжает Меркель. Хотя у меня очень много вопросов и к самому Навальному, и к его отравлению. И на эти вопросы я не могу никак получить логического ответа. Нам рассказывают, что Джохара Дудаева убили при помощи американского дрона. И я вам скажу, американцы и любые другие люди ничего не делают для того, чтобы чеченцев разубедить в этом. Мне пришлось задать вопрос Полу Гоблу по этому поводу, на что он мне сказал более-менее исчерпывающе, ответил на этот вопрос. И я, в принципе, с ним согласен. Но удуговщина с Кавказ-центра, которая играет на руку непонятно каким игрокам в этом мире, всегда пытается нас подвести под это. И удуговщина на своем Кавказ-центре рассказывала нам, что мы должны не строить комбайны, а первые в 21 веке напасть на кафиров. Но это не мешает ни Удугову Маллади, сделав пластическую операцию, изменив свой внешний вид, находиться где-то в Европе или где-то тут в другой стране, или может быть в России он находится, я не знаю. И снова повторять вот эти свои ложные тезисы и посылать людей на убой. Ну сколько это может повторяться, сколько мы будем сами наступать на эти грабли. Убивают людей без суда и следствия, убивают людей для того, чтобы нас запугивать, для того, чтобы показать, как они борются с терроризмом и показать Западу. Значит, получается, если Запад не пытается очиститься, это два варианта здесь получается. Если Запад обвиняют в преступлениях против президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева в соучастии его убийства, что абсолютная ложь. Запад молчит. Значит, Запад, раз это ложь, значит, Западу все равно, что о нем подумают чеченцы. В первую очередь, например, американцам, которых обвиняют. Хорошо, вы против, но если вы будете против и потакать, или не обращать высокомерно, или не считая нужным, или на самом деле эти пустышки не стоят внимания, чтобы обращать, но у чеченцев складывается мнение. И этот Удугов Маллади на своем Кавказ-центре говорил много правильных, полезных вещей. До сих пор можно найти некоторые полезные вещи на этом ресурсе Кавказ-центр. И этот ресурс, который пользовался авторитетом, уважением, когда были живы наши президенты, сейчас по инерции еще продолжает поддерживать вот эту свою популярность в какой-то степени. Но она уже, конечно, не та, которая была во время Аслана Масхадова, Абдулхалима Садулаева или Дохки Умарова. Ну, они сделали свое дело. Что можно сказать? Кавказ-центр вывешивает, говоря много полезного и правды, вывешивает фотографию, ну, такой фейк снимок, якобы снимок, где стоит мужчина, разговаривает по телефону, смотрит в небо, у Невы, машина Нева, и в него якобы летит российская ракета. Но это такой вот исторический момент, что вот убит и показывает. На самом деле это стопроцентный фейк. Голова
больше по размеру, чем туловище, непропорционально большая на этой фотографии. И, конечно же, не разобрать, кто там. Да, видны усы, Нева, как говорили у Дудая, что Дудаев погиб рядом с автомобилем Нева. И вот показывают этот фейк. Я сделал то же самое. Я взял, приклеил голову Путина к этому же человеку с телефоном. И получилось, что Путину прилетел дрон американский Global Hawk, который вот его тоже ликвидирует. Это можно сделать очень легко. Раньше мне казалось, что это я не смогу это сделать, но сейчас технологии позволяют даже мне, человеку, который очень далек от этой компьютерщины, разобраться в этом во всем. Так вот, много говоря правды, закидывается вот такой фейк. Теперь же появился новый фейк. Видя, что у нас сзади висит флаг НАТО, флаг Америки, рядом с нашим чеченским флагом, нам начали теперь, нас пытаются, я уже заметил, да, наши труды, вроде нас не замечают, только запрещают наш канал на территории России, но при всем при этом они всячески пытаются вредить каналу, мешают развитию и так далее, и так далее. Это много раз я говорил об этом, вы многие знаете об этом. Убираются комментарии, просмотры, подписчики и так далее. И вот теперь, не обращая якобы на меня внимания, на наш канал, теперь же они запустили новую тему. Сперва они говорили, что евреи плохие, это тоже про нас говорили они, чтобы мы с евреями не подружились. Если вы запомните, если вы помните случай, что одно из первых похищений было похищение ректора Чеченского университета в городе Грозном, тогда еще в городе Грозном, в 92-м или 3-м году. И был он похищен, Канкалик, ректор, еврей по национальности. И его заместитель, чеченец, был убит, который пытался помешать его похищению, он был застрелен. Многие евреи тогда уехали с нашей страны, это было до войны, поняли, к чему сейчас идет ситуация, что начинают оказываться силовые воздействия на евреев. И евреи были бы очень хорошей жертвой, да, в этом, такой сакральной жертвой, для того, чтобы повесить эти убийства на чеченцев, убийства этих евреев. Одновременно запускались такие слухи, что всех евреев надо там какие-то хадисы запускали, что евреев надо всех прогнать, убить, ну и так далее, и так далее. Ну, много чего было, вы помните. И тогда, помните, появилась такая песня Тимура Муцераева «Иерусалим». Для чего она была спета Тимуром Муцераевым? Кто его надоумил спеть эту песню, да, что вот мы пойдем на Иерусалим и там и так далее, и так далее. Может быть, советчик какой-нибудь, вроде Салаха Лубянского или Ахмада Кадырова ему насоветовал тогда спеть эту песню. Ну, уже известный такой бард Муцераев спел еще и эту песню. Но благодаря тому, что евреи очень неглупые люди, они быстро разобрались, что чеченцы не имеют к этому отношения. Многие уехали, конечно, но нас обвинять в этом не стали. И слава Богу, что не стали. Теперь же, видя, что мы протягиваем руку всем людям доброй воли, в том числе американцам, и это делаю я, как вы видите, открыто, без стеснения, так как не считаю нужным скрывать это как-то. Я не делал ничего зазорного или преступного. Я не работаю ни на одну спецслужбу в мире. И поэтому мне вообще не составляет труда говорить все, что я думаю. И я думаю, я абсолютно убежден, только американцы смогут в этом мире установить баланс и порядок. И только американцы смогут сделать так, чтобы Россия соблюдала международное право. Ну, конечно же, не уговорами. И я буду всячески настаивать на том, чтобы никаких уговоров не было. Но об этом мы поговорим попозже.
И теперь возвращаясь к той теме, которая на превью у меня на канале, вы видите, Сладков заявляет о том, что Путин является агентом США, там, да, и так далее. Это, конечно, было сделано немного с сарказмом, чтобы заинтересовать своих зрителей этой новостью. Но я вам расскажу поподробнее. Сладков не говорит, что он агент. Но делается вывод из того, что он говорит, что марионетка, Путин является марионеткой США. И вот почему. Собираются главные пропагандоны, враги чеченского народа и всего человечества, без преувеличения, главные лжецы, Бабаян, Солдатов, Сладков, ну, еще Леонтьев, кто еще там, еще один такой парень и дама. И вот эти пропагандоны, главные враги, геббельсы против чеченского народа, собираются и начинают обсуждать чеченскую войну в Чечне, античеченскую войну, рассказывают такие вещи. Вам нужно смотреть, там есть несколько заготовок. Одна из этих заготовок, они там рассказывают такие, ну, они участвовали в этой войне, они воевали против нас. Сладков без зазрения говорит, мы брали село, мы там это сделали, мы там провели операцию, там, без стеснения, потому что он непосредственно, может, в кадр он не попал, мы не увидели, по крайней мере. Но, конечно же, Сладков, кадровый офицер ФСБ, который принимал участие и непосредственно, скорее всего, сам убивал беззащитных женщин и детей. И тут такая одна из заготовок. Бабаян ему задает вопрос, там, расскажи, типа, как там начиналась эта война, там, и так далее. И Сладков говорит, ну, теперь, наверное, это можно сказать, и я вам сейчас расскажу. И вот собирается Путин, Шойгу МЧС, Листьев, там, министр пропаганды, который был убит в Америке, Корабельников, еще там, ну, это ГРУ и внутренние войска, что ли, он кого-то еще называет. Ну, вы сейчас все это увидите. И вот он их всех собрал, говорит, это ноябрь 99 года. Уже война идет в Чеченской республике Ичкерия против Чеченской республики Ичкерия. Взрывы домов в Буйнакске, 2 в Москве, в Волгодонске и попытка взрыва дома в Рязани уже прошли. Война идет. Путин сказал, что будет мочить террористов в сортире. Война, после, как известно, война, русско-чеченская война началась в день задержания ФСБшников в Рязани, которые пытались взорвать дом по улице Новоселова, дом 16/14. И 22 сентября на 23 сентября ночью 99 года они заложили взрывчатку. И 23 или 24 были задержаны 3 сотрудника, одна женщина и 2 мужчин. На следующий день Патрушев в тот же день сказал, что это были учения, там был сахар, что это наши люди, их пришлось отпустить. И в этот же день Путин сказал, что мы поймаем террористов, замочим их в сортире. Первое, что он вспомнил, это свое любимое место. Так как для сатаны, дьявола, отхожие места, грязные места, они считаются самыми любимыми местами. Это любимое место Путина. Путин вспомнил свое любимое место, в котором он тоже отдаст концы. И 24 сентября началась массированная бомбардировка окрестностей города Джохара и Чеченской республики Ичкерия. И давайте сейчас перейдем к этому видео, я вам покажу этот момент, этот очень интересный момент. И потом свои комментарии, посмотрите на их мимику, как они говорят, смотрите, как они себя ведут. И потом мы послушаем комментарии Ахмеда Закаева, который я нашел здесь в Ютубе.
который он сделал. Так, давайте послушаем. Вот на самом деле для многих же это стало сюрпризом. Почему они пошли рейдом на Дагестан? Почему они пошли рейдом на Дагестан? Это излюбленный прием русских пропагандонов, которые называют спасательную операцию Басаева, который помог вывести дагестанских женщин, детей из-под бомбардировок русских своих же граждан. И сразу же они оттуда ушли. И посмотрите, что отвечает. Если бы они хотели бы, они бы зашли в населенные пункты, зашли бы до Махачкалы, Хасавюрта, других населенных пунктов и вели бы месяцами боевые действия. Смотрите, что отвечает на это Бабаяну Сладков. Басаев это сделал. Дело в том, что у них была Астрахань. Астрахань и вот этот большой халифат от моря до моря, который был закидыван, это была пропаганда спецслужб, коллег Сладкова. Сладков является кадровым сотрудником ФСБ под видом журналиста. Так вот, вы помните эту карту, да, что вот мы вот такое место займем, там захватим, расширимся и так далее. Чеченцы, которые вели национально-освободительное движение за освобождение своей страны, получались такими захватчиками большого халифата. Но я не слышал ни от наших президентов или от первых лиц нашей страны, которые бы заявляли, что да, мы хотим что-то сделать. Как, например, это делает там Жириновский, который открыто заявляет там, что он будет много что. Он заявляет, что будет захватывать другие земли, убивать, там мыть ноги в океане и так далее. Или же там губернатор какой-нибудь, да, наш, не заявлял, или мэр какой-нибудь наших городов не заявлял, что поставит Америку раком, как это делает по приказу Путина Кадыров, заявляя, что поставит Америку раком. Но давайте послушаем. Они должны были дойти до Астрахани и отхватить. Вот смотрите, Большой Кавказ. Вы смотрите на всех остальных. Это постановочные кадры. Они сидят и подыгрывают. У них есть темы, которые они будут разговаривать, обсуждать. Они много лет ведут эту пропагандистскую войну против нашего народа. И вот они все сидят и головой машут. Да, Большой Кавказ там. Да, Большой Кавказ мы были не против. Но Басаев не шел с этой мыслью туда. Басаев туда пошел только лишь для того, чтобы провести спасательную операцию и вывести женщин, детей и стариков. Причем нарушение мира, условия мира, было нарушено Россией уже неоднократно к тому времени. До этого были убиты наши пограничники русскими террористами, которые вторглись на нашу страну. Были грабежи, ограбления, другие противоправные действия. На территории нашей страны, нашей республики проводились диверсионно-террористические акции разных террористов российских, которые со всех тюрем России и со своих казарм Россия направляла к нам. И смотрите, как они головой машут, там поддакивают. Это очень интересно наблюдать. Да, кусок. Поверьте, если бы со 137 солдатами, поверьте, сказал Сладков, молодыми, 7-й воздушно-десантной дивизии, сейчас десантно-штурмовая, Новороссийская, Булгаков Владимир Васильевич не прибежал, не то что не приехал, прибежал, бегом. Мы бы их выкуривали там долго, честно говоря. Хотя я, даже находясь там в августе, я немножко, чуть-чуть предубежденно относился к ополченцам. Ну, подумаешь. К дагестанским, да, мужикам вот этим, которые, да, они красавцы. Смотрите, сейчас они говорят, это тоже очень важный такой фейк. Дагестанские ополченцы, так называемые, ничего не сделали того, о чем они сейчас тут рассказывают. Они позировали на камеру, и было такое видение поднять дагестанцев, что чеченцы напали на Дагестан, уже прям так и говорилось, что вот чеченцы напали на Дагестан. Такое впечатление, что это было какое-то независимое государство, на которое напало другое государство. Хотя не на Дагестан, а на Россию это получается, даже если Дагестан часть России. Но почему-то все пытались нам рассказать, что вот дагестанские ополченцы там сразились там, и так далее, и так далее. Реально спасательной операции добровольцев было несколько сот
человек там, или несколько, там, чуть больше 200 или и так далее, я не помню, больше 200 или больше 100 человек там было. Вся армия, вся российская рать была направлена на это дело, чтобы этих людей как-то нейтрализовать там и так далее. И еще какие-то дагестанские ополченцы. Из этого делается такой фейк, что вот дагестанцы, вы сражались против чеченцев за целостность России и так далее. И этих людей пытаются поднять. За последние 20 лет о них много не говорили. Да, потому что, ну, они, во-первых, в Дагестане знали, что такого большого народного ополчения, сражающегося против чеченских интервентов на суверенный Дагестан, не было. Все прекрасно это знали. И были разные вот эти стукачи, ГБшные работнички, ментовские работнички, пенсионеры, которые быстро выскочили и решили лизнуть одно место своему хозяину и попозировать на камеру. Вот эта ситуация была. Но вот последние несколько лет эту тему про дагестанских ополченцев, которые дали отпор, стоит заметить, что вот эти чеченцы, пару сотен человек, которые туда вошли, эти добровольцы чеченские под руководством Шамиля Басаева, они как таковых боевых действий не вели. Дагестанцы воевали в горных районах Чабан-Махи, Карамахи. В этих местах воевали сами дагестанцы. Поэтому ополченцы не воевали против чеченцев. Если они воевали против своих же дагестанцев, которые объявили там независимость нескольких там населенных пунктов и установили свою шариатскую власть. Ну, от этого делалась такая большая пиар-компания. И вот смотрите на их рожи, как они поддакивают, мужики, как эти ополченцы. Их недавно Путин ездил, поздравил, там, поблагодарил, там, с ними еще раз водку выпил, или в Москву их позвал, с ними там водочку выпил, там, и так далее. Короче говоря, раскрутка этой версии, фейковой версии о заступниках, ополченцах продолжается. Смотрите, как они поддерживают эту версию. Серьезную роль сыграли, да. Мужики по делу. Да. Они были Мужики мотивированы. солдаты вообще спившиеся, бич вообще. Мужики по делу такой. Винтовками там со всеми делами, они очень помогли. Очень помогли, говорит Бабая. Представитель правительства. Ага, вот этот момент, Дмитрий. слушайте. Моздок. Прилетел Владимир Владимирович Путин, значит, прилетел Сергей Кожугетович, министр по МЧС, прилетел Михаил Юрьевич Лесин, информация, Да. министр, прилетел начальник главного разведуправления Корабельников, прилетел главком ВВС Корнуков. Да. И все это, значит, там в греческом зале сидели. И Владимир Владимирович, я думаю, сейчас можно уже об Внимание. этом сказать. Он встал с Он думает, что сейчас можно это сказать. рюмочкой чая реально, вот, Чая. и сказал, без понебратства, без какого-то там, он сказал, вы знаете, говорил с Америкой, и я сейчас дословно, он безусловно элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Сейчас дословно, он безусловно Внимание. элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Ах ты бесстыжая сволочь. Сладков, что ж ты врешь так нагло-то, а? Дали войну. Получается, хорошо. Согласимся с Сладковым. Значит, вот этот толстый, пьяный, как он себя называет, толстый Боров, получается, кланяется Путину, которому разрешают кто-то из-за границы наводить порядок в своей стране, получается. Как это так получается? Значит, ваш Путин марионетка. Давайте еще раз посмотрим вот эти все фамилии, которые он перечисляет. Корнуков. Да. И все это, значит,
Сейчас. Прилетел Михаил Юрьевич Лесин. Лесин, информатор, Шойгу, министр. Путин. Прилетел начальник главного разведуправления Корабельников. Корабельников Прилетел и Корнуков. главком ВВС Корнуков. Да. И все это, значит, там в греческом зале сидели. И Владимир Владимирович, я думаю, сейчас можно уже об этом сказать. Он встал Сейчас можно уже сказать. с И дальше смотрите рюмочкой чая реально. Вот. Чая. И сказал, без понебратства, без какого-то там, он сказал, вы знаете, говорил с Америкой, и я сейчас дословно... Смотрите, он мимику, смотрите, он не знает сейчас как дословно и начинает придумать, ну как же он это красиво сказал и так далее. Врет человек. элегантно сформулировал, но нам дали добро на войну, на идти освобождать Чечню. Мы все открыли рот, по-моему, даже Корабельников. А он говорит, да, ребята, такая ситуация. А ничего смешного. Ты И помнишь, я подумал, вот это номер. Большая семерка Это в обещала каком году ввести, если В мы каком же сейчас году не... это было? Это ноябрь 99-го года. Оксан, как ты думаешь? Греческий Догадайся залп с 3 раз. летного полка. Как называла вся западная пресса, или, допустим, как называли боевиков и террористов там, в репортажах телевизионных наши западные... прекрасно Нет, ты это просто знаю. догадайся. Вот с 3 раз смотришь, Rebels. ты понимаешь? Повстанцы. Мы Повстанцы, вот смотрите, как всегда тупой Бабаян и испортил всю малину. Взял и говорит, ну как же так, как же называли? Называли повстанцами, rebels. Чеченцев называли повстанцами. И только что Сладков рассказывает, что Путину дали добро американцы, но почему-то не предупредили своих, как они уже нам рассказывают, своих журналистов из CNN и из других, не называть их ребелсом. Почему же так? Почему Путин не удивлялся, почему Путин не возмущался, вы же нам дали добро, а теперь нас еще и поливаете. Ведь Путина очень сильно поливали грязью. Очень сильно. И известные факты, что Америка поддерживала очень долго Чеченскую республику. Очень долго пытались нам всячески помочь. Наш министр иностранных дел Ильяс Ахмадов, который живет в Америке, его товарищи, американцы, с которыми он очень много провел работы. Пол Гоббл, которого вы, смотрящий мой канал, знаете, что тоже человек, его называли в кругах адвокатом Ичкерии. Десятки и даже, может быть, сотни людей, очень серьезных, именитых людей, сенаторов, политиков там, и других очень политологов, людей, которые поддерживали Чечню и ее стремление к независимости, правовому демократическому пути развития. И почему-то они Путину сказали огонь. Давайте, наведи в порядок. Вообще, о какой формулировке, говорит. Это же позор. Сладков, ты только что всю свою страну опозорил. Вам приказывают, давайте, идите. Причем у вас взорвали дома в Москве, и вы как бы не бомбили, ничего не делали. Прошло 2 месяца, опять ничего не происходит. И тут вам говорят, вперед, в ноябре. Американцы говорят, вперед, вам дали добро. И у вас уже все почему-то готово. И в Дагестане, и в Осетии, везде войска уже в Ингушетии стянуты, все, вы заходите. Как-то странно получается. Но на самом деле этому есть объяснение. Конечно же, никакого добра американцы не давали и не могли дать. Это было бы противозаконно и против вообще понятия Америки, да, которое очень сильно поддерживало чеченцев, и как Запад. Но русские сказали, и этому есть свидетельство, что мы сделаем так, что Америка будет на нашей стороне в этой войне. И об этом сейчас вам расскажет Ахмед Закаев. Нас поддерживала госсекретарь США Кондолиза Райс, если вы помните. Как ее только не оскорбляли. На Comedy Club ее, вот соплеменники Бабаяна очень сильно просто опускали, пытались оскорбить, опустить женщину, госсекретаря США. Из-за того, что шутки были и российского толка, из-за того, что она чернокожая. Ну и вот такого плана были очень много вот таких было вещей.
по этому поводу. Ну, давайте послушаем Ахмеда Закаева. Ахмед Закаев говорит это на чеченском языке. Это аудиосообщение я нашел на канале «Чеченская диаспора в Австрии». Поэтому я буду переводить. Постараюсь вам перевести для своих не чеченоговорящих зрителей, чтобы было понятно, о чем речь. В принципе, очень доходчиво и подробно Ахмед Закаев отвечает на вот этот вброс террориста, пропагандона Сладкова. Так. Ну, смотрите, какая крысиная рожа. Извинят меня крысы, не хотел обидеть, извините. Так, давайте. Мы все открыли рот, по-моему, даже Корабельников. А он говорит, да, ребята. Assalamu alaikum, salam maşal. Duşuk. Приветствую всех. Тобанчур. Бежери, ижери, братья и сестры. Дай Дай Бог, чтобы все, что мы делалось в угоду и во благо. Я хотел бы сказать по поводу ролика, который здесь был помещен нашим братом. Без сомнения, то, что вот сейчас они ввели, это от себя, ну, то есть лживое утверждение Сладкова. Главная причина того, что они это внедрили, это говорит о том, что между ними отношения очень сильно испортились, имеется в виду между этими двумя государствами, США и Россией. И что они никогда больше не восстановятся. Ну. Они в целях, с намерением втянуть американцев в долю виновных. То есть делать их соучастниками. Они пытаются сделать соучастниками американцев в тех преступлениях, которые совершены против чеченского народа. И для этого это сделан вброс. Этот человек, говорящий от имени журналистов, является кадровым офицером ФСБ. Поэтому через него они распространяют эту информацию. Это время, когда Клинтон был президентом. В первой войне, когда Ельцин начинал эту войну, Клинтон сказал малой кровью, потому что Ельцин очень сильно настоял на том, очень сильно плакал Ельцин Клинтону, что они хотят построить халифат от моря до моря, там, да, и вот такими лживыми установками он Клинтона вынудил сказать тогда, что да, хорошо, но малой крови. Это в первую войну. Народ за нас, они бандиты. Выдвигая вперед предателей, коллаборантов, Ельцин, ссылаясь на них, говорил, что народ за нас, там они строят халифат от моря до моря, ну и так далее, чтобы убедить Клинтона в том, что вот война, та, которую они собирались против нас вести, что она необходима. Малой кровью. Тот ответил малой кровью. Обойдитесь малой кровью, и но и уже он барбельчут, Клинтон позиция. Ну, когда война затянулась, позиция Клинтона изменилась. Даже, да, что это schon тогда и теракту и озвучить дальше, и что обещ был тема последствию из закономерные последствия. Даже теракт, когда Буденновский, по-моему, сейчас сказал Буденновский, когда тогда даже Америка не пыталась всячески не признать вину, так как ссылалась на то, что это последствия тех деяний, которые вы совершаете на территории Чеченской Республики, и что это ответная реакция.
Алло, привет. Я на связи, я вышел на связь. Так, скажите, отвисло? Зависло? Так, идет, все отлично, связь установлена, все отлично. Так, на чем мы остановились? На том, что сейчас говорит Ахмед Закаев. Давайте дальше продолжим. Давайте продолжим. Вернулся, все отлично. Давайте. В 2000 году В 2000 году саммит был ОБСЕ саммит ОБСЕ в Стамбуле. в Стамбуле. Ельцин варци кайкан. От саммит Ельцин был приглашен. Очень сильная была критика на этом саммите против вот этого преступления, которое русские начали в Чеченской республике Ичкерия. Вы пожалеете об этом? Это большое преступление. Это нужно остановить. Пусть американцы не забывают, что Россия это ядерная держава. Это ответил Ельцин. Сорвал саммит и ушел, покинул саммит Ельцин. Я с 2000-х годов меня отправили за границу, и я принимал участие во многих вещах, говорит Ахмед Закаев. Спецпредставитель ВЛ. Был спецпредставителем Масхадова, президента Масхадова. Встречался с англичанами, с американцами, Западной Европе, с многими из Западной Европы, с политическими деятелями. И я хочу просто напомнить сегодня. Буш, президент, когда стал Бушем, после того, как Буш стал президентом и произошел вот этот теракт в Америке в 2001 году, только через год американцы уже перестали помогать нам, обращать внимание. Изменили свое отношение к тому положению вещей, которое у нас было в Чеченской республике. При всем при этом они не поддерживали эту войну и при любом удобном случае критиковали. Того положения вещей, которое случилось после 2002, уже через год после 11 сентября 2001 года, теракта в Нью-Йорке, американцы уже пошли на спад поддержки нас. Это установлено точные данные, он говорит. Вокруг Путина, из окружения Путина человек сказал: Америку занять нашу сторону в этой войне. Мы заставим Америку принять нашу сторону в этой войне, сказал человек из окружения Путина. В 2001 году самолеты попали в дома. Без сомнения, это было совершено российские спецслужбы были осведомлены, по крайней мере, в этих нападениях. Бен Ладен, через Бен Ладена было это сделано. В нашей книге, исторической книге, с примерами у нас это уже имеется, мы это указали. Для того хочу вам напомнить, что первый после вот этого нападения на Америку 11 сентября первым позвонил Бушу Путин. Телефон Русские очень хорошо знают, что такое террор, и мы прошли через это, русские так пострадали от террора. И сегодня нас террор. Мы в войне с террором находимся.
Акюга и коалиция Рошахту американч по После борьбе этого с американцы международным начали собирать терроризмом коалицию. натовский почалкша, ял почалка царь коалиции Роштюр Из и 5-6 стран Рошахту натовские страны собрали коалицию. заявление Дир. Россия всецело поддерживает борьбу Россия сделала заявление, что с международным терроризмом и готова вступить в коалицию по борьбе с международным терроризмом, но в ответ Россия требует, чтобы войну в Чечне и на Северном Кавказе признали борьбой с международным терроризмом. Ака Слышали, да? заявление на Духал Жоп Делер, это помощник президента по национальной безопасности Кандализа Райсер, на это заявление, да, когда Россия заявила, что мы готовы вступить в коалицию, что мы готовы бороться с терроризмом, и Кондолиза Райс ответила Путину. Законные требования чеченского народа не могут рассматриваться в контексте борьбы с международным терроризмом Соединенными Штатами Америки. Вот американцы это лучше ахудир. После этого, даже тогда американцы не принимали сторону России, вот позицию России по Чеченской республике. И тогда что сделали? Тогда брат Маулади Удугова, Иса Умаров, такой был его брат, с другой фамилией, но его родной брат или сводный брат. Собрал в лесу отряд, поставил ополченцев. Ночью лучше и отряд дауати на цигах. Так бирдяше мы достали их. Вот этот Иса Умаров, брат Маулади Удугова, поставил в лесу, там собрал группу людей, поставил и сказал, что вот сейчас он по-русски скажет, что типа якобы чеченцы поддерживают. Ну, вот, послушайте, будет сейчас все понятно. Даже за океаном Амел Цодир и кассет. Мы их достанем, типа, даже за океаном, типа. И вот это Иса Умаров, получается, перевел нашу национально-освободительную войну, ну, пытался перевести на религиозные рельсы и установление халифата и войны со всеми кафирами, там, кефирами и другими молочными продуктами. Это я хана ночью чура естражемский, да, ты сенса телевидение, гайтер, вот. Это видео, которое снял Иса Умаров, было отправлено Истержемскому, и по телевидению, российскому телевидению это было показано. Американцу убага ночью отношения харью. Что бы американцы ни говорили, смотрите, чеченцы относятся именно так к этому. Нападение на Америку, что типа чеченцы поддерживают. Следом министр обороны выступит Дир. Следом выступил министр обороны России. Информацию, что у нас есть информация, что это все взаимосвязано. И вейкоч тати всячески, чтобы мы были в доле в этом. Но у них не получилось связать чеченцев с этими террористами, которые напали на Нью-Йорк 11 сентября. Америки именно от Буш администрации Векалштайн Стамбуля в Цалкетер Цигах ويش أميلة بيلقدر ويخيلدولت إلتر ويمل ديشخلر ويتصنع أغوراتو أداء ويتو. Мы сразу же сообщили, что мы встретились с разными людьми, объяснили, что мы никак ни в чем не принимали в этом участие, мы не поддерживаем и не одобряем такие террористические акты, вообще террористические акты. جواب باغوير عند شهر وجخانيا السجين يازدين دويزا صار ويجي تليفون президент Буш телефонелер أصلاً يقدحوا ده سو أوت телефон تيوخشاني цигах переводчик херу. Пускай тогда я позвонил, говорит, и мне сказали, пускай позвонит Бушу, Аслан Масхадов, дали телефон, там будет переводчик, и пускай свою позицию объяснит. Да, что мы не причастны к этому. Пускай это скажет первое лицо, которое несет ответственность. Соболезнования и осуждать тяж, хиллик осуждать тяж, хилдор зин, кадам бинеростяг, и асланик шек байтар и кадам ше элсан цигах телефон стакру верси матуш
и перевод я. Я после моих соболезнований, ну и осуждения этого теракта, они дали мне телефон и сказали, что Аслам Асхадов тоже сделал то же самое. И халят, что Если это так, да, подтвердите. Конституция даяққан, бачалк даяққан, Конституция отменитина, полный хуниадиник асланс элятса иш дайдерш дина эла и шезер шолчраха цыга ГКО хитенил положение и маслаттяш бортпяш это бил шамил халга олша итэмлуат цыгул бушлял дол хал и цанхош дахва бин бол сацам цахил бол сацам удугавар ишти преподнести бир дуньяна. Так, Америка, Ирак, он был. Я забыл, да. Ну, в 2002 году была проведена там шура, так называемая, на которую сейчас ссылаются некоторые люди, да, которые хотят объяснить, что у нас Конституция отменяется, там переходим на шариат, там и так далее, и так далее. И это именно в это время происходило. Понимаете, да? 11 сентября 2001 году, после этого всячески пытаются вот эту вину и возложить на нас, или сделать нас соучастниками этого, или хотя бы идеологическими союзниками тех, кто совершил вот этот ужасный террористический акт. И вот это все время вот проводилась вот эта работа по дискредитации нашего национально-освободительного движения. И мы удачно, это не говорит Закаев, это я говорю, мы удачно, не всегда, конечно, для них, но по большей части играли на руку, получается. Чаще всего неумышленно. Нами манипулировали. Что тоже не очень, если это тоже не освобождает, если честно. И от ответственности, да, смягчает вину, но при всем при этом мы должны понимать, что мы строим государство, а не... Благодаря тем заявлениям, чтобы было понятно, Удугов Маулади являлся главным информационным рупором таким, который там рассказывал про ситуацию в русско-чеченской войне и до, и после, первой и второй промежутках этих двух войн. И здесь Закаев говорит, что вот он, Иса Умаров, брат Маулади Удугова, и Маулади Удугов, они делали так много заявлений, так много говорилось об этом, что просто американцы потихоньку просто отошли в сторону и перестали поддерживать нас. И в этом плане, дипломатическом плане, политическом плане, мы уже понесли тогда большое, значительное сопротивление. Мы остались вот на самом деле один на один тогда уже с бешеным зверем. вопрос хала Эдуард Цара и Буш президент волшина срока. Так шей ук таматиння хахацадеш ариш его. Когда нужно, американцы уже тогда поднимали, когда им это было нужно, они только тогда поднимали этот вопрос, когда не нужно было, несмотря ни на что, они уже не поднимали. Шейн Путин санумент иверзу вижхена вопрос чеченский хала Эдуард Цара. Что я говорю, для чему я это сейчас говорю? Это свой мужики говорят. Потому что им не стыдно, перед миром не стыдно, перед людьми не стыдно. И они сейчас заявляют, что американцы сказали нам, начните войну, и поэтому мы начали войну. بلا شيء أبواتنا دنيا نهالغا تسارك خاتني بشاش هم دتسا دحارة إتان إحصاهيت. Но, несмотря на это, не перед обывателями, своими обывателями, не перед миром, заявить о том, что они не могут что-либо сделать, не спросив кого-то, это их никак не вводит в краску, говорит, за это не стыдно. إذا إنسان كيش إيران تدوخ شو تسارس. السر وينا واشنا خائت الباق بس هتا خيل دول حال إيش درشنا تسعنا تايبنا يا أمريكا قابل دينا يا أمريكا بورب دلا بولين باتر شون شغل ده بولين بول.
Вторая война началась не по разрешению или по настоянию Америки. طبعا إذا دحر دا شو عدين دول ظلم ماشي ودوغو غارت شو لاتين دول ظلمي قومنت Это с самого начала то, что там совершались вот эти деяния, и то, что Удуговщина вела вот эту свою работу. لاتين دول ظلم سير غاس спецслужб بيرتا Русские بانا спецслужбы, سار دين дол снюхавшись, сойдя с русскими спецслужбами, баан долларша вот благодаря этому غاس и по этой причине, точнее, именно поэтому началась Вторая русско-чеченская война. России Америки галиали люкметки отсанна харцан üç от şey döyna şey zul şerdin zulumuna dek uzi ак инзвейна хилах когда йолчханна. Они хотят втянуть американцев в соучастники этого преступления. ويتعت شو ماست الله قاموا إيوي حال يقي دين هم دوش. И хотят сделать так, чтобы у нас с американцами была вражда и неприязнь. Именно для этого делается вот такой вброс вот этим пропагандоном Сладковым. Ну, в принципе, все, что нужно сказать по этому поводу, мы сказали. Вот этот маленький вброс с перспективой на большое развитие, да, что они будут делать по отношению там, к евреям, к немцам, к американцам, к Западу, к Турции, они тоже это делали, да. Сейчас, правда, Турция чуть-чуть надавала им по шее, и чуть-чуть они успокоились. Про турков сейчас особо не говорят. Но будут еще говорить, да, если вы помните, Кадыров Рамзан там грозился Турции, там все помидоры съесть грозился за один присест. Ну, вот такого вот плана информации, которую хотелось бы довести и поставить жирную точку над тем, какое участие принимали американцы, какое участие принимали немцы, французы и все остальные. Да, были отдельные личности, которые помогали. Без сомнения, я в этом 100% убежден, хотя у меня нет на это доказательств, что присутствовала коррупция, коррупционная составляющая. Покупались некоторые политики, да, как мы видим, некоторые политики до сих пор неплохо, безбедно кормятся, существуют на деньги русских террористов из Кремля. Но при всем при этом государства иностранные, тем более Америка, Соединенные Штаты Америки, не принимали участие в геноциде чеченского народа, не убивали чеченцев никогда и не были врагами чеченцев никогда. Никогда в своей истории. Никогда. И мы им никогда не были, и даст Бог, никогда не будем. Ни мы им, ни они нам. Это раз. У нас на земле только есть один враг. Это Россия, имперская Россия. Не будет этой имперской России, у нас не будет вообще врагов. Вообще нету ни одного врага на этой земле, который сделал то, что сделало российское государство по отношению к нам. В принципе, думаю, все. Да, сейчас я перейду к вашим вопросам, потом еще я вам хотел показать, если успеем по времени, показать там Путина и еще что-нибудь. Так, давайте, давайте я не с самого начну. Так, как найти? Так, это не мне. Было бы интересно, Фриман антипутинец, было бы интересно интервью с Ильясом Ахмадовым, бывшим министром иностранных дел ЧРИ. Фриман, ну, пока это, невозможно. Пока невозможно. Тот самый, так, это не мне, Хожа Хашбек, Аслан, вот именно это просвещение, которое ты сейчас ведешь, очень важно. Чем дальше, тем будет труднее. Но ты не сдавайся и ломай их ложь. Сам Аллах обещал нам, что придет истина и сгинет ложь. Дал Мула. КМС Вольник, дал Алш Дойл Хосан Хоми Нохчик Ам. Амин. Вольник. Маждада, так, это не мне. Аду Давлетюк, Аслан, тебе приходится переводить и все делать самому, к сожалению. Ну, я надеюсь, хотя бы приблизительно похож был, точно был перевод, потому что
Может быть, я и ошибся. Так что за перевод Закаеву претензий не предъявляйте, если что. Нормально так, справляемся. Было бы хорошо Закаеву коротко выступить на русском. Да, было бы хорошо, если Закаев выступил. Так, Немо. Исаак Шмулевич, шалом алейкум всем чеченцам, как дела? Ва алейкум салам, Адам, Ашуэль. Все отлично. Хош Хашбек, Аду, это обращение для чеченского народа и особенно к чеченской молодежи, чтобы тумсоисты не задурманили им головы. Так, Аду Давлетов, так, не то слово, это не мне. Вольник, Аслан, Закаев, санни интервью, это бат са Исхановец. Ахмед Закаев мне пару раз говорил, что да, давай сделаем интервью, поговорим и так далее. Один раз я даже не предлагал ему делать никакое интервью. Он мне сам сказал, все, Аслан, сейчас мы сделаем интервью, там запишем, поговорим. Ну, в процессе разговора он мне это сказал. Но он не делал это со мной интервью. Поэтому я больше к Ахмеду Закаеву обращаться не буду. Я нисколько не обиделся. Если он обратится, я уже несколько раз сказал, обратится, скажет, давай, задавай вопросы, я готов ответить. Конечно же, я возьму у него интервью, я поговорю с ним, с умным, образованным и очень компетентным человеком. Моя задача доносить правду. Как можно больше, чтобы вот эти фейки, эта ложь, которую русские нагромоздили на нас, чтобы ее как можно больше сбросить. Ну, хоть какое-то посильное участие в этом принимаю. Поэтому, как Закаев скажет, так и будет. Исаак Шмулевич, Закаев один из достойнейших людей Чечении, говорит. Ни один народ в мире не противостоит угнетению так усердно, как чеченский, говорит Исаак Шмулевич. Евгений. Та же самая схема была в отношении Украины. Оговорить, только вместо религиозных радикалов их нацисты записали, а потом провести военную операцию. Но с Украиной у них это не прокатило, как с ЧРИ. Да, Евгений, не прокатило, потому что, во-первых, мир поддержал, во-вторых, соотношение сил слишком, не такая большая разница в соотношении сил. 40 миллионов России и Украина, 100, хотя говорят 90 миллионов Россия, по другим данным, по официальным лживым данным Россия 140 миллионов, а так 90 говорят некоторые, что существует. Поэтому, конечно же, с Украиной было справиться тяжело, но вопрос не закрыт. Агентура российская в Украине работает полным ходом. Отступать они не собираются. Они будут эту работу добивать. Первую войну мы тоже выиграли. А вот во вторую, когда уже применили все вот эти спецмероприятия, вот тогда уже у нас были небольшие трудности, скажем так. Но после ночи приходит день, и мы ждем рассвета, иншаллах. Да, скоро наступит рассвет. Так, пойдемте дальше. Вильпесен культа алейма дев азкам дуай. Ничего страшного, ничего, это переживем. Европа и США наш друг, теперь уже железно. Да, алмула. Хамзат Гилаев, аса хаквар да шумех бо. Дерез года. Хамзат. Ну, dia ценим, бо. США никогда не воевали с Россией тоже. И что, говорит? Россия и США воевали, как же не воевали? Воевали, и сегодня воюют, и сегодня ведется эта война. Так, пойдемте дальше. Фриман антипутинист. Были убиты якобы психом министр иностранных дел Руслан Чимаев и заместитель министра госбезопасности Республики Шамсудин Увайсаев для освобождения поста министра иностранных дел для Удугова. Ого! На самом деле, Фриман, вот ты владеешь вот такой информацией, например. Я знаю, что, вот, во-первых, я про Удугова вот спросил всех. Даже уже меня люди на меня косо смотрели. Я спрашивал всех у наших, кто долго в этом находится, вот
руководителей, рядом кто был с руководителем, всегда спрашивал про Удугова. Потому что я не могу это поверить. Я не могу. Я много читал на Кавказ-центре там, и так далее, и так далее. И мне было, ну, скажем так, обидно признаваться самому себе, что я слушал главного пропагандиста России, который 90% говорил правды и 10% загонял ложь и уводил наше сопротивление от достижения цели. Но я не встретил ни одного, кто сказал бы хорошо, не то что даже хорошо, просто ничего не сказал бы. Вот все про Удугова, все с разных групп, с разных сторон, с разных друг с другом не общающиеся, там разные незнакомые друг другу люди, все про Удугова говорят в один голос, что это провокатор, что это враг. А вот недавно Ахмед Закаев поставил Удугова рядом с Кадыровым, семьей, фамилию Кадырова и фамилию Удугова он поставил рядом. Для меня это было вообще окончательное открытие. Когда в прошлом году была устроена провокация против правозащитников, которые пришли в ноябре на конференцию правозащитников в Берлине, да, где нам сказали, что я якобы избил брата агента Тузика, шведского блогера, Мухаммада Абдурахманова, что я его якобы там избил и так далее. В это время там появился вот племянник Удугова. Там был племянник Удугова. Если я не ошибаюсь, его зовут Зелимхан Удугов. Он так и сказал. Но он мне рассказал историю, что его много родственников погибло, что их там очень пытали, убивали и так далее. И он оказывается. И я тогда, к Кавказ-центру, еще тогда я относился очень хорошо к Удугову, пока мне много людей не объяснили на эту ситуацию. А вот сейчас, когда был суд, ну ладно, это уже другая история. Короче говоря, вот очень странная ситуация. И вот сейчас ты говоришь, Фриман, по поводу, что были убиты министр иностранных дел Чимаев и заместитель госбезопасности Шамсуди Увайсаев для освобождения поста министра иностранных дел для Удугова. Это невероятно. Почему вы все молчали? Почему вы об этом не писали? Почему Закаев об этом сейчас только сказал? Да? Я был лично обманут этой пропагандой. Я лично был обманут этими людьми. Так. Хожа Хашбек, у них сейчас горит в СМИ РФ уже заголовки: демократы США узурпируют законную власть. Маждада, кстати, Удугов сина исламский порядок тахамвайц аюк. Маждада говорит, что Удугов, у него была такая партия, исламский порядок, и какой там, или лозунг такой был, партия, может по-другому называлась, что вот тот исламский порядок, который начинал Удугов, сейчас Кадыров уже его осуществил, и он есть, он это имеет в виду. Так, Хамзат говорит, бывает торопясь нам, бывает. Как найти? Аслан, смысл ты перевел правильно. Смысл перевел правильно. Отлично. Защищают Трампа как могут. Говорит, так, Вольник, Аслан, Закаевич, совместное интервью, Яхаш. Так, ну все, тут народ требует, Аслан. Короче, леди меня хвалят. Ну, короче, вы меня начали хвалить, поэтому я это читать не буду. Закаев, ты видишь, ты делаешь видео с Сотником, говорит, как найти, и еще кое с кем. Ну так сделай с Асланом. Аслан, сейчас поменяется президент Америки, можно на него написать письмо, говорит. Да, конечно, можно написать и напишем, может, не сомневайтесь. Этот эфир сохранится, говорит Ричард Лео. Конечно, сохранится, все эфиры сохраняются.
И с временем, и с датой. Вверху, в углу вы видите время, дата, все у нас фиксируется, чтобы русские террористы из Следственного комитета, которые занимаются моим делом, и ФСБ, наверное, тоже, чтобы им было удобно по времени, чтобы хронология была удобна. Ну и, конечно, чтобы мне было удобно находить кое-какие материалы, когда они будут за ним говорить о каких-то моих нарушениях. Поэтому я вот додумался и поставил часы. Поэтому у нас есть время, все фиксируется, все у нас сохраняется в нескольких видах одновременно, да, сохраняется. И будет, все будет Ичкерия, да, Алмула. Так, Эльси Нохчи, так, Дерейсхуль Эльси. Так, Хош Хашбек, ребята, давайте попросим Творца, чтобы он помог Аслан и всем, кто борется с Россией, вне зависимости от веры и религиозных предпочтений. Это хорошая идея. Аргно, мы заставим Америку с нами считаться, было сказано после того, как президент Буш в одностороннем порядке сделал заявление, что выходит из договора испытания ядерного оружия. Ну, может быть так. Немо 70 Аслан, будет на инаугурации президент США делегат из Чирии, Закаев, просто вопрос. Не знаю, кстати, в прошлом стриме вы тоже мне задавали этот вопрос, эту идею подкидывали. Это очень хорошая идея, и было бы хорошо, если бы президент Байден, Камила Харрисон пригласили бы нашего премьер-министра Ахмеда Закаева в Америку для того, чтобы он принял участие в инаугурации президента в качестве гостя. Было бы очень супер круто. И вот информационная блокада, да, это делается, вот для чего, я считаю, для этого делается. Многие люди, конформисты, в том числе, да, люди, которые там пытаются извлечь выгоду из всего, что там происходит, эти люди очень обращают внимание, конечно, во всем мире, что делает Америка. И если бы, например, Джо Байден пригласил бы Закаева на инаугурацию, в принципе, я бы тоже с удовольствием съездил бы, посмотрел бы, пофоткал бы, снимал бы в прямом эфире, показывал бы. Если бы это было бы, ну, Закаева, если бы, то это очень легитимизировало бы Закаева. Ну, посмотрим. Пора уже, пора собирать камни. Так, будем выкуривать подвальную крысу с бункера, говорит Асланбек Тутаев. Да, пора уже ее выкурить. Так, друзья, я немножко перемотаю. Дудовлетюк. Аслан, можешь обратиться, что Закаев услышал, сделать короткое видеообращение на русском, опровергая Сладкова. Это очень важно, потому что в эту ложь верят даже бывшие ичкерийцы. Я так понимаю, вот эта запись, которую он на чеченском сделал, она сделана в группе, по всей видимости. Кто-то выложил ее в интернет. И что хотел бы я по этому поводу сказать? Ну, на самом деле, конечно, было бы хорошо, если Ахмед Закаев сделал. Но стоит ли? Я ответил, в принципе, Сладкову и всем остальным. Думаю, может, достаточно. Ну, конечно, я обращаюсь из-за уважения к тебе, Аду Давлетюк. Я обращаюсь к Ахмеду Закаеву, говорю: Ахмад, сделай, пожалуйста, на русском языке вот то, что ты сделал на чеченском, и более, может быть, ты какие-нибудь другие детали еще вспомнил бы. Нас хотят сделать врагами Америки. Нас хотят натравить на Америку, хотя они это делают очень давно. Америка почему-то пассивно наблюдала за этим, или не наблюдала и вообще не обращала внимания на это. Но при всем при этом я знаю, что в российских учебных заведениях, силовых, ментовских, каждая лекция начиналась, что Америка является врагом Соединенных Штатов России. Соединенные Штаты являются врагом. Каждая. И это уже лет 10, уже как минимум идет. До аннексии Крыма. До аннексии Крыма. Об этом говорится. Я не знаю, почему американцы запустили это так далеко. Видимо, для того, чтобы дать по башке так, чтобы потом запомнили надолго. Поэтому, Ахмед, я обращаюсь к тебе, если можешь сделать заявление по этому поводу на русском языке. Бахкалдерия Исхуль. Так.
Так, Вилпес Инкульта тоже поддерживает. Короче говоря, Амет Закаев многие поддерживают уже, чтобы ты сделал заявление по этому поводу на русском языке. Так, это Вилпес Инкульта и Эдю Давлетюк уже, и я. Нас уже трое. Ну и другие тоже, я думаю. Так. Машаллах, по юриспруденции Дик подвязан. О, Аслан говорит, увольник Дебаркал, Дейрес. Исаак Шмулевич, Удугов сговорился с Березовским, принимал от него деньги в размере 1,5-2 миллиона долларов в течение 1 года. Говорит Исаак Шмулевич. Может быть, может быть. Роковые 10%, которые загадили все чеченское, говорит Ичкерия Форева. Да, совершенно верно. Ну, благодаря этим разным тузикам. Я этот момент помню, говорит чеченский след, как у тузика истерика была. Какой момент чеченский след? Напомни, пожалуйста, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду, когда они там сказали, что мы нападаем. Да, это да. Это да, было. Так, Евгений, валейкум салам, ассалам, чеченцы Дагестана, говорит, чеченцы Дагестана, говорит, Чечня не Россия, валейкум салам, Чечня машволь. Евгений, 999, для малочисленного народа вы и так перевыполнили норму, защищаясь от многомиллионного вооруженного до зубов соседа. Будь у вас был бы такой человеческий ресурс, как в Украине, все было бы иначе. Да, Евгений, и даже нам был достаточен наш ресурс, понимаете? Мы на истине, мы верим, 100% верим в то, что мы делаем. Мы именно с этим, весь народ понял это, поддержал и вышел. Но вот эти спецмероприятия, это ложь, пропаганда, и вы, наверное, тоже заметили, Евгений, как и у любого народа, у нас есть свои особенности, у чеченцев. И мы вспыхиваем, как спичка, да, нас стоит чуть-чуть задеть, и мы сразу же вспыхиваем. И если ты не вспыхнешь, тебя уже чуть ли не разжалуют в рядовые. С генералов могут разжаловать в рядовые. Поэтому это такая нехорошая черта, которая присуща многим, не всем, далеко не всем, но многим, скажем так. При всем при этом нас вот стравливали, и происходило, что на одной стороне два человека, кто-то может словом что-то сказать. Все, достаточно словом. Для чеченцев слово это реально на самом деле на уровне кинжала и оружия ставится. И если это делает такой же чеченец, как и ты, то все, это несмываемый позор. Потому что он знает, что такое это слово, ты знаешь, что это такое слово. Одно дело, когда это произойдет там с нечеченцем, который не знает кодекса этого, то с ним это намного проще. Это такие сложные вещи, которые вот мы между собой у нас происходят. И вот нас травили, и многие разругались так сильно, это ослабление, это недоверие, это осадок, вы все это знаете, я думаю, Евгений, вы тоже много чего знаете, исходя из того, что вы пишете, я понимаю, что вы очень неплохо посвящены в ситуацию, происходившиеся вот эти события. Но ничего, история хороша тем, что она никогда не заканчивается. И нельзя сказать, что вот сейчас стало, и все, оно станет навечно. Нет. Слава Богу, нет ничего вечного на этой земле. Слава Богу. Так. Это шокирующая инфа, говорит, как найти. Так, Шмель, Аслан, я слушал Максима Шевченко, он говорит, что сама Россия это оккупированная территория для разграбления ресурсов, и у власти стоит Путин со своими олигархами, который угоден Америке. Нет, я, короче говоря, расстрою. Нет, конечно. Америка, Максим Шевченко говорит о той программе, которой сейчас движется Россия. Об этом говорит НОД, так называемые сумасшедшие из национально-освободительного движения. Они хотят выйти из-под юрисдикции международного права. Международное право это
никем не навязано, но добровольно люди сами принимают, но и за это вы должны выполнить определенные условия, да, это много, в первую очередь, конечно, касается прав человека. И Россия, понимая, что она не может вытягивать, уже Путин и его банда совершили столько много преступлений, и они понимают, что им никуда от этого не деться, они просто уходят из-под ответственности. И для того, чтобы выйти из-под ответственности международного права, они пытаются, вот, принятие Конституции там, и так далее, изменение Конституции, о которой Путин говорил, что ее никогда не поменяет, там, и так далее, и так далее. Ну, все, что говорил Путин, все понимают, что это ничего не стоит, ровным счетом вообще ничего. И сейчас они хотят создать свою монархию. Кадыров будет монархом в Чечне, все губернаторы, которые в Татарстане будет свой монарх, ну, такой князек, князьями будут. Ну и, конечно, верховный жрец будет Владимир Путин, будет царем. Но это будет такое классическое завершение истории Русской империи, когда самое конченное чмо, которое не смогло даже в КГБ у себя дослужиться до подполковника, еще майором ушел, ему подполковника дали, когда выходил на пенсию. До того бездарное существо станет царем русских. И после этого Россия перестанет существовать. Но попытка уже идет, и к этому они семимильными шагами идут. Друзья, у меня есть очень много еще интересных тем, которые я хотел Путина обсудить, его вот это, да, но я, наверное, думаю, это я перенесу, потому что мы уже говорим почти 2 часа, а эта тема очень длинная, еще она займет час-полтора, потому что там много что у меня накопилось, ну и можно было бы еще лучше подготовиться к этой теме, и может быть завтра тогда мы можем с вами, или в воскресенье на чеченском, да, мы сделаем. Может быть, завтра сделаем стрим, может быть, сделаем стрим общий с нашими соратниками, вместе, там, совместный стрим такой сделать. Ну, посмотрим, разные идеи есть, работаем над этим и будем продолжать. Тогда лучше я еще минут 10 поотвечаю на ваши вопросы, то, что вы пишете, и потом уже, может быть, стрим заканчивать. Так. Хамзат Гилай, Аслан, ты за нас, а мы все за тебя. Мушкетеры отдыхают, Аслан. Да, Алмула. Один за всех и все за одного. Life Freedom. Аслан, может, ты помнишь, как агент Тузя пытался представить Удуговых такими жертвами России, взяв интервью у племянника Маулади? А вот это и был этот племянник Маулади. Да. Я не смотрел, я кусками, я помню, видел. Я еще возник после того, как я уже здесь рассказал своим, не очень своим, рассказал, что вот на этой встрече у нас были разговоры, и я объяснил, как там происходило, что мы не избивали никого, что это была провокация, приходилось доказывать. Потому что даже человек, который назывался моим другом, не спросив меня, вообще он моего мнения не спросил, основываясь на показаниях Тузика, выложил уже у себя пост в Фейсбуке и так далее, и так далее. И это меня очень сильно тогда задело. Даже вообще просто не поинтересовался, а худу тига хиллак. Просто он сказал и выкладывается, потому что из-за этого был ажиотаж, хайп такой получился. И после того, как я оттуда пришел, я сказал, что там был племянник Удугова, там такой парень, адекватный. Ну, я их всех адекватно видел. Я на них смотрел, и мне было так жалко, что они вот ведутся на эту провокацию. Я им говорил, сейчас ли модейт, сейчас ир модейт. Ир дина, сири дар, это халлак деш, ну, махаллак дейче. Ихтан малац, этот брат этого Тузика, он же не побит. А уже сообщили, даже есть такой Чечен Войс, по-моему, канал. Он уже открыто видео выложил, у меня скриншоты есть этого. Он говорит, Арцуев Аслан побил брата Тумсо Абдурахманова. Вот уже все, и все, ажиотаж там, ну и вся вот эта ГРУшная сеть начала поднимать эту волну.
что избили, причем потом кадыровцам, меня кадыровцам, и Хусейн Исханов, и Сайдамин Ибрагимов, и другие там люди, и мой отец, который был на этой конференции, мы все стали кадыровцами, которые побили этого брата. Это да, было. И вот он потом взял интервью, да. İçkeri borz. Assalamu alaikum sevgili muduşu ve mokşmeş duymasu alaikum salam içkeri borz. Машвой. Дикду дал бухастам. Так, давайте еще раз перемотаю, что вы тут пишете. Аслан, сделай воскресенье в 21 час. Да, как найти? Я собираюсь в 21 час сделать воскресенье на чеченском языке. Далмула. Далмула. Ну, посмотрим, как получится. Я должен был вчера сделать, на самом деле, но тоже был очень занят. Правительство Ичкерии в Европе признают. Хафиз Бадалов задает. А ты признаешь, Хафиз? Ты признаешь свое правительство Ичкерии? Я признаю его. Мушкетерам такое не снилось, говорит Хамзат Гилад. Да, мулах, мушкетершам. Кварняшер, войналат. Так, Ахмад Силас, Йохел, Тузик, Минутия. Агент Тузик. Так, давайте. Я вам хотел. Ну, короче говоря, не успею я это все. Сейчас это слишком много будет. Я думаю, можно. Сейчас, подождите, я вам одно видео покажу. Одно видео. Оно тоже очень информативное. Оно буквально 2 минуты. Сперва я вам покажу русских солдат-певцов, которым 18 лет, совсем дети, пришли насильно загнанные там в армию там, и так далее, пришли служить и так далее, и так далее. Я сперва покажу их вам, покажу песенки, какие они поют, потом я вам покажу, как они рассказывают, ну вообще, чтобы было представление о тех солдатиках, молодых, безвинных, которые пришли насильно загнанные в Чечню там и ни в чем не виноваты. Хотя они, конечно, ни в чем не виноваты, тоже было полно, и война есть война. И потом я вам новый клип своего, ну, не сказать любимого, потому что особо музыку я не люблю, но рэпера Аша, я его тоже вам сегодня покажу. Коллега тоже очень известный, ну, один из самых известных в Европе, в Германии рэпер и рэпер Ашер. Мы его послушаем. Ну, а теперь посмотрите на ублюдков, которые приехали убивать наших женщин, детей, стариков и мужчин. А мы берег на лоб надвинем. Первые их чеченские песни. А мы берег на лоб надвинем, и автомат за плечи кинем, и с улыбкою веселой мы будем жечь чужие села, а мы повыше закатаем рукава, и всю Чечню мы раскидаем на дрова. Мы будем водку пить, мы будем жечь плакать, на совесть нам, конечно, наплевать. На совесть им, конечно, наплевать. Здесь сейчас не постреляешь, конечно. Послушайте. Да, в Аргуне хорошо постреляли, и по нам постреляли в Аргуне. И вы постреляли. Стояли рядом с утра, 2 пули. Ответственный по обслуживанию В стене, бля. Но здесь тишина, да? Ну я туда сотку и выложил ее. А там мужик лежит, уже улыбается на 3-м этаже. Убил человека, выстрелил, 2 пули какие-то прилетели, говорит, а я туда, говорит, выстрелил. Там уже мужик убил человека только что, рассказывает. Пусть стреляет, да? Теперь не стреляет уже. Не правда ли? Такая солдатская лирика, а вернее ненависть, режет не только уши, но и души наши. И быть по-другому не может, потому что все это негуманно, а все негуманно и противно нормальному человеку. Впрочем, если его не бросают выполнять свой долг перед Родиной туда... Это выродки, это животные, это бешеные псы. Они так воспитываются, так обучаются в этих армиях. Это делает Россия, это имперская Россия, это политика России.
И без изменения этого ничего не произойдет. Ничего. Где понятие гуманизма само по себе чуждо, потому что война, потому что на ней либо кровный враг, либо кровный брат. И солдату необходимо учиться уметь ненавидеть врага всей душой, а стоять одной ногой в гуманности, а другой в жестокости, и необходимости применять насилие нельзя. Между ног будут бить, и больно, и ты будешь убит. Собаки, кошки мертвых едят. Да? Да. Это в Аргуне, да? Да, у нас пацаны пошли туда, в дом и нашли мужика, и кот черный у него. Губу нижнюю оттягивал. Ел. Зрелище не очень Да, приятное. уже ел. Поэтому здесь Заходит кошек это уже. Заходит. Слушай, ну так мужики что, спокойно уже к этому относятся, да? Да, это уже порядка вещей. Заходишь в гараж, а там новенькая шестерка стоит. Ну что с ней делать? Берешь муфту, на туда только двери в разные стороны. Так приятно. Ни себе, ни людям. К этому всему уже привыкли. Уже приятно. Ни себе, ни людям. Это так приятно. Так приятно. Зайти в чужой дом, взорвать его, взорвать машину, уничтожить, убить. Это так приятно. Так приятно. Бичам с балалайкой, как пишет Асамбек Тутаев. Так, ну, в принципе, это так было дополнение тому, что с каким терроризмом пришли бороться путинские убийцы. В принципе, на этом все. Наша передача заканчивается. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Оставайтесь на нашем канале. Подписывайтесь. Распространяйте наши видео. И, как говорится, все будет Ичкерия. Всего самого хорошего и приятного вам просмотра песни Аша и коллеги официального видео. Она на немецком, на французском. Ну, давайте я включу ее и сам отключусь. Всего самого хорошего. До свидания. Es tropfen Tränen auf den Asphalt, im Banlieue wie der Bass knallt. Wenn du mich suchst, findest du Marschall. Nummer Adin wie Frank Sinatra, Praktis Kraft Maga. Denn die Straße war mein Vater. Oktagon, seit ich als Kind über den Boden kroch. Mein Leben Krieg aus Instinkt, Beef, Stroganoff. Was sie dir sagen, wenn du fliegst, ist, dass du tief fällst. Behalt mal dein Cash und ich behalt meine Prinzipien. Kanister voll Benzin brennen, le Tchétchénie. Viva la guerre, Paragraph 12, Immigration, mon frère. Halb Tschetschen, halb Ukraine, ça va bien trotz Genozid. Darum nennt mich Mama Armee Israel. Alles Nasib, was Egalité. Ich box mich durch die Krise. Auf Underground, Cage, Fight, Akquise. Denn wir leben so, als wären wir tot. Salam shalom le hitrao. J'ai traversé l'enfer. Je ne connais plus de douleur. La rue m'a grandi. Jusqu'ici tout va bien. J'ai traversé l'enfer. Je ne connais plus de douleur. La rue m'a grandi. Jusqu'ici tout va bien. Seit dem Tag, als mich Mama fand am Boden vor der Couch. Sie meine Hand hielt im Notfallkrankenhaus. Seit dem Tag, als mein Herz sagte, nein, ich schlage weiter. Seit dem Tag bin ich Fighter und geb Gas wie kein Zweiter. Keine Angst vor dem Scheitern, schau nach vorn. Auch wenn alles stürmt, ich bewahr die Kontenance wie Jean Reno. Auch die wunderschönste Blume muss im Untergrund wachsen. Und ein Bild wird erst ein Meisterwerk durch dunkle Kontraste. Ruf mein Stiefvater an, komm aus Sava. Es geht plus bien, la base, Alhamdulillah. Ich bin immer für euch da. Draußen bin ich Kollege, der Boss. Bei euch Felix und das war's. Ja, Kopf kaputt von 1000 Kriegen. Doch es gibt einen Hauch von Frieden. Wenn ich weiß, euch geht es gut, wenn ich meine Augen schließe. Kopf durch die Wand, ich komm aus dem Nichts. Und mach das Sonnenlicht durch Betonmauern bricht. J'ai traversé l'enfer. Je ne connais plus de douleur. La rue m'a grandi. Jusqu'ici tout va bien. J'ai traversé l'enfer. Je ne connais plus de douleur. La rue m'a grandi,
Jusqu'ici tout va bien.